Каждый из нас в детстве читал сказку или смотрел мультфильм о царевне лягушке. Поистине волшебная сказка. До поры до времени вы тоже думали о ней как о сказке. Но в свете последних научно-технических достижений многие чудеса из этой сказки можно объяснить. Нужно вначале оговориться, что у этой сказки есть множество текстовых вариантов, 2 мультфильма и 1 художественный фильм. Нам представляется, что царевна лягушка и Кощей Бессмертный из другого, более продвинутого мира или иного времени. На каком основании можно прийти к такому выводу? Давайте разбираться конкретно в деталях. Кощей по статусу стоит намного выше Василисы. Так зовут царевну лягушку. В текстовом варианте Кощей – отец девушки, а в мультфильме 1954 года очень пожилой дядька, который сватается к девушке. В первом случае Василиса подвергается репрессии со стороны отца из-за своего ума и мудрости. Во втором случае Василиса отказывает всемогущему дядьке в замужестве и опять попадает в опалу. Кощей имеет очень большую власть и является чуть ли не всемогущим. Он способен одну материю превращать в совершенно другую. Представим, что это на уровне алхимии, или Кощей является высокотехнологичным инженером. В наказание Василису на некоторое время превращают в лягушку-квакушку. Возможно, что она так и есть. Но мы можем допустить, что она просто-напросто могла в течение 3 лет ходить в образе обыкновенной лягушки, изображала из себя лягушку, носила соответствующую одежду. Должно быть, она после завершения срока наказания не видела хорошей перспективы в своем обычном мире и решила перейти в мир людей того времени. Поэтому подобрала стрелу искателя невесты. Для тех, кто не знаком с сюжетом сказки, 3 брата пускают стрелы из лука. Кто стрелу подберет, того они и замуж берут. Заметим, не простого парня, а стрелу царевича поднимает лягушка-квакушка, который имеет в обществе людей положение и, в случае чего, может реально защитить девушку. В художественном фильме «Василиса Премудрая» младший из сыновей Иван тоже имеет высокий статус в обществе людей. Недаром за его братьев замуж идут дочери дворянина и купца. Василиса подбирает стрелу Ивана-Царевича незадолго до завершения срока наказания. Решись она на все это позднее, такого случая больше не представится. Как у нас в России говорят, жениться так только на королевне. Здесь у нас все наоборот, но суть от этого не меняется. Хоть и странно то, что заветной стрелой владеет лягушка-квакушка, незадачливый жених забирает ее с собой. Более того, отец дает на это благословение. Вот это, разрешение жениться на сомнительной особе, дает нам право считать, что лягушка – это не совсем лягушка, а субъект, находящийся под гнетом чего-либо. Какой родитель, тем более глава государства, допустит, чтобы продолжатель его рода остался без потомства? Таким образом, Иван-Царевич становится мужем лягушки. Именно так в текстах и мультипликационных фильмах. Итак, царь-батюшка хочет знать, чего стоит его сношеньки. Он дает им задание выпечь на утро хлеб. Это, в принципе, для девушки старых времен не очень сложное задание. Тогда хлебопекарен не было, каждая семья хлеб пекла себе сама. Для взрослой девушки того времени это была привычная работа, но жены старших сыновей царя с заданием справляются не очень успешно. Василиса же справляется блестяще и удостаивается похвалы главы государства. Будем думать, что она искусная мастерица в кухонных делах. Хотя Василиса должна была дождаться, пока муж Иван-Царевич уснет, и только тогда начать работать. Могла она воспользоваться обыкновенной хлебопечью, какой сейчас имеется во многих семьях. Я знаю, как в одной семье заведует такой хлебопечью 70-летний дед. Чтобы не страдать от безделья, он сам взял на себя такую обязанность. Я лично пробовал его стряпню. Хлеб имеет отменный вкус и прекрасную форму. Второе задание. Надо за одну ночь выткать ковер. Это задание уже намного сложнее будет. В тексте сказки говорится, у старших жен за работу взялись всей гурьбой. Подключились все, кто способен помочь делу. Мамушки, нянюшки и даже дед Кондрат, отставной солдат. А кто поможет Василисе? Утро вечера мудренее. Которая еще должна дождаться, когда муж уснет крепким сном. Мы можем предположить, что она воспользовалась портативным ткацким станком с числовым программным управлением. И вот результат – очередной триумф Василисы и похвала главного ценителя творчества царевен. Третье задание – явиться перед царем и гостями воочию и доказать своим видом и нравами, что да, она достойна быть царевной, возможно, со временем даже царицей. До истечения срока наказания осталось еще 3 дня. Ничего не поделаешь, Василиса идет на риск. Она на гребне волны триумфального вхождения в другой мир. На пир является немного позже своего мужа. Она же должна была скрыть появление своей коробчонки, на которой обещала прибыть. На пиру над Иваном-Царевичем уже посмеиваются, дескать, мы бы послушали, как она будет квакать. Уже громко слышно, аж царский дворец дрожит.
Это она, Василиса Прекрасная, приехала. В мультфильме «Гром и грохот» присутствуют, но Василиса прибывает в обыкновенной карете, хотя и с 6 лошадей. Мы знаем, что современные автомобили стараются делать по возможности бесшумными. Из известной нам современной техники громко шумят и грохочут вертолет и бронетранспортер. Вряд ли Василиса прибыла на вертолете или БТР. Но может быть у автомобиля специально отсоединили глушитель, чтобы уж точно обратили внимание на ее коробчонку авто. Возможно, она с прибытием просто громко газанула и просигналила. Но вот появляется она. Красавица, каких свет не видывал. Ни словом сказать, ни пером описать. Конечно. С современной косметикой и после классного парикмахера кто угодно красавицей станет. И еще гардероб, если шикарный. Но мы вполне согласны с тем, что Василиса имела от природы необыкновенную красоту и грацию. Даже собственный муж спрашивает, кто же она? Ах, Иванушка, как можно задавать такие вопросы? Ну, конечно, это твоя суженая. Это еще не все. Василиса выходит на танец и опять поражает гостей не только своим мастерством в танцевальном искусстве, но и разными чудесами. В процессе танца появляются озеро, рассыпанные звездами небо, чудесные птицы-лебеди. Это необыкновенно красиво. То, что все это волшебство появляется мановением руки, во время которых из рукавов царевны вылетают спрятанные заранее косточки от мяса и остатки питья, всего лишь провокация для двух царевен. С завершением танца исчезают и чудеса. Волшебство не может продолжаться вечно, это все понимают. Но мы с вами также понимаем, что все это были проецированные изображения, которые были тщательно подобраны к танцевальной программе. Наверное, и музыка для большого эффекта звучала в исполнении целого оркестра и из качественных динамиков. Это полный и безоговорочный триумф. То, что на этом фоне две непросвещенные царевны опозорятся, можно догадаться без лишних подсказок. Они, подражая Василисе, в своих рукавах спрятали остатки питья и косточки. Раскидывая все это добро в разные стороны, гостей забрызгали объедками, а царю чуть не вышибли глаз. Как был прекрасен полет души, сколько восторга и радости! Но настолько же горькое и страшное было падение. По наивности Иван-Царевич, полагая, что единственное препятствие для Василисы Прекрасной быть с ним вдвоем в лучшем виде – это лягушачья кожа, сжигает ее. Но наоборот, кажется, это было единственное условие, когда Василиса должна была до конца срока наказания находиться в обличии лягушки-квакушки. Она на короткое время могла находиться вне кожи. Обязательное условие исполнения наказания – быть под гнетом лягушачьей кожи. Нет кожи, нет и образа. Видимо, Василиса не способна самостоятельно преобразоваться в лягушку. Это не ее уровень. Как жаль. До счастья было рукой подать. Всего-то 3 дня оставалось. Соблюдая условия наказания или будучи не в силах противостоять давлению вышестоящего по статусу Кощея, Василиса вынуждена подчиниться его воле. Выполняя условия своего заключения, как нарушившая порядок, она возвращается под юрисдикцию своего мира. Иван, царский сын, оказался не только без памяти влюбленным царевичем, но и настоящим мужчиной. Естественным образом он кинулся спасать свою жену. В пути царевич встречает деда Лесовичка. Зачем ты лягушечью кожу стоишь? Не ты ее надел, не тебе было снимать. Который разъясняет ему ситуацию и помогает в деле достижения цели Иваном Царевичем. Мы полагаем, что это привратник или по-другому охранник портала в другой мир. Он вручает молодому царевичу поводыря. В одном случае клубок с ниткой, в другом сучок-путевичок. Это похоже на небольшой летающий беспилотник, запрограммированный на выполнение заданной цели. Говорящие медведь, заяц, селезень и щука, которых на своем пути встречает Иван-Царевич, это может быть обыкновенные звери. Все же это звери другого мира. Но вот то, что рыба-щука и в текстовой сказке, и мультфильме живет в море, это немного странно. Дело в том, что щука – рыба пресноводная. В таком случае под морем подразумевается большой водоем с пресной водой. Баба-Яга держит большую обиду на Кощея Бессмертного. По этой причине она соглашается помогать Ивану-Царевичу. Рассказывает, как на самом деле можно победить Бессмертного. Тот свое имя мог получить за большую продолжительность жизни или мог быть обыкновенным биороботом в стиле Терминатора. Какой же это человек, если самый что ни на есть жизненно необходимый орган находится вне его тела? Мы полагаем, что игла в яйце – это процессор на материнской плате, утка и заяц – оперативная память и жесткий диск соответственно. Ларец – системный блок, высокое дерево – антенная система большой глобальной сети. В мультфильме Баба-Яга снаряжает царевича в воинские доспехи и вручает ему крылатого коня. Полагаем, что это нужно понимать как снаряжение электрика к работе.
Хотя высокотехнологическую электронику можно раздолбать и большим молотом, лишь бы черенок был диэлектрическим. Под крылатым конем можно предположить небольшой скутер из «Звездных войн». В нашем современном мире еще нет подобных летательных аппаратов, но в сети интернет уже видим первые удачные испытания реактивных ранцев для полетов. В мультфильме на битву с Иваном Царевичем Кощей прилетает, превратившись в ворона. Это он, похоже, облачился в ранец для полетов. И еще неизвестно, чей летательный аппарат больше продвинутый, у Кощея или Иванушки. С другой стороны, никто не утверждает, что события в сказке происходят именно на уровне развития нашего современного мира. Кто знает, может быть, уже через 50 лет наши потомки будут говорить, что в сказке пользуются устаревшими технологиями в сравнении с тем, что у них имеется. И вообще, все это похоже на то, что данное событие рассказал нам современник Ивана Царевича, который понятия не имел о некоторых вещах. Он знал основные моменты всего произошедшего, но не знал, как называются те или иные детали. Поэтому рассказчик все события подогнал под известное ему лекало. Думаем, что Василиса, затем уже и Иван Царевич не стали распространяться об истинном происхождении Василисы Премудрой. Зачем им лишние вопросы? По сюжету со сломом иглы Кощей умирает, его дворец и все великолепие разрушается. Василиса освобождается от гнета и с Иваном Царевичем возвращается домой. И жили они долго и счастливо. В сказке не говорится, был ли Кощей единственным могущественным в своем краю, или там их много таких было. Полностью ли отказалась Василиса от возможности своего мира, или что-то с собой привнесла уже в другой. Судя по сказке, знаем, что она не глупая, и можем надеяться, что поступила весьма мудро. С тех пор царство Ивана Царевича и его супруги Василисы Кощеевны стало супердержавой. И она называется Россией. Баба-Яга тоже имеет неслабые позиции в этом мире. После крушения власти Кощея она могла занять ведущую роль в своем мире. Она или ее потомки могли появиться в нашем мире в соседних наших государствах. Всего этого мы не знаем, и это уже другая сказка. Нам остается только догадываться и фантазировать на данную тему.